Маршал Душуг. Меня зовут Оксана. Давайте начнем урок чеченского языка. Сегодня мы с вами поговорим о показателях классов, которые есть в чеченском языке. В чеченском языке существует всего 4 показателя класса. Это такие показатели, как ву, ю, бу, ду. Они похожи на глагол to be, который есть в английском языке. Если вы проходили в школе английский язык, вы, наверное, помните, что в английском мы говорим I am, you are, he is, she is и так далее. То есть вот эти am, are, is, на них похожи показатели класса в чеченском языке. Если попытаться их перевести на русский язык, это будут слова, похожие на есть что-то, быть чему-то. Если показатели классов 4, то классов всего 6 в чеченском языке. Почему? Потому что некоторые существительные меняют показатель класса при переходе во множественное число. Давайте сейчас подробно рассмотрим их. Первый и второй класс запомнить несложно. Первый класс – это мужской род. В единственном числе для мужского рода мы применяем показатель класса ву. Во множественном числе мы говорим бу. Например, кант ву означает «мальчик есть». «Энти бу» означает «мальчики есть». То есть при переходе во множественное число показатель класса поменялся с «ву» на «бу». Для женского рода в единственном числе «ю», во множественном числе «бу». Например, «зудаю» – «зуда» – женщина, «зудари» – «бу» – женщины есть. Дальше у нас идут остальные 4 класса, по которым распределяются все остальные существительные, одушевленные, неодушевленные. Третий класс – это ю, ю и в единственном, и в множественном числе. Четвертый класс – это ду в единственном числе и ду во множественном числе. Пятый – бу, бу. И шестой – бу в единственном числе, ду во множественном числе. Как понять, какой класс применить к другим существительным? Никак. К сожалению, в чеченском языке нет определенного логического правила, по которому распределяются эти классы по другим существительным. То есть, если с мужским и женским родом все понятно, какой мы сможем легко понять, какой класс надо применить, то все остальные существительные, одушевленные, неодушевленные, их распределение по классам, оно хаотичное. То есть, нету определенного конкретного логического правила, по которому мы могли бы понять, какой класс к какому существительному применить. А какой выход из этой ситуации в этом случае? Выход 1. Мы учим любое новое слово сразу с показателем класса хотя бы в единственном числе. И запомните, правильное применение показателей класса очень важно, потому что от этого будет зависеть правильное построение речи вашей, так как в чеченском языке есть прилагательные и глаголы, которые меняют первую букву в зависимости от класса существительного, о котором говорится. Об этом мы поговорим позже на практике. А сейчас давайте составим простые предложения. Приведем примеры, как применять показатель класса. Сразу приведу примеры с утверждения и отрицания. Если бу, ю, ву, ду – это все утверждение, то есть что-то, то чтобы сказать, что нету чего-то, мы что делаем? Мы берем вот эту первую букву показателя класса и рядом ставим окончание «ац». У нас получается ву – утверждение, вац – отрицание, ю – яц, ду – дац, бу – бац. Давайте теперь пройдемся по примерам. Со, хехархо, ву. Со – это местоимение «я». Хехархо – слово, означающее «учитель». Ву – это показатель класса мужского рода. Получается со, хехархо, ву. Я учитель. Дословный перевод – я учитель есть. Отрицание. Со, хехархо, вац. То есть мы отрицаем, не говорим «не учитель», не являюсь учителем. Хо, дишерхо, ву. Хо – это местоимение «ты». Дишерхо означает «ученик». Ву – это мужской род, показатель мужского рода. Если бы мы тут сказали «хо, дишерхо, ю», тогда бы мы перевели «ты ученица», потому что вот это «ву» или «ю» показывает род того, о чем мы говорим. То есть дишерхо может быть применено и к мужскому, и к женскому роду. Но, смотря какой класс мы тут поставим, мы поймем, ученик или ученица. Хо, дешер, хо, вац.
Ты не ученик. Иза, нана, ю. Иза – это местоимение он, она, оно. Нана – мама. Ю – это у нас показатель класса женского рода. Иза, нана, яц. Она не мать. Отрицание. Üш, белхалой, бу. Üш – это местоимение они. Белхалой – это слово, означающее работники. Чтобы сказать работник, белхало мы скажем. И кратко делает из этого слова слово во множественном числе. Üш, белхалой, бац. Они не работники. Вэй, лулахой, ду. Вэй – это местоимение мы. Лулахой означает соседи. Лулахо было бы просто сосед. И кратко делает из этого слова множественное число. Лулахой, ду. Мы соседи. Вэй, лулахой, дац. Мы не соседи. Тхо, доттари, ду. Мы друзья. Тхо, доттари, дац. Мы не друзья. Обратите внимание, тут у нас местоимение «вэй» и «тхо» оба переводятся как «мы». Дело в том, что местоимение «мы» в чеченском языке имеет свою особенность. Если мы говорим «мы», включая собеседника, мы говорим «вэй». Если мы не включаем туда собеседника, мы говорим «тхо». Например, мы с тобой пошли в кино, вот это «мы» включает тебя и меня. Тогда мы скажем «вэй», кино, дахара. Мы пошли в кино. А если мы с подружками, которые рядом со мной, допустим, пошли в кино, тебя с нами не было, тогда я скажу «тхо кино дахара». То есть в это «тхо» мы не входишь ты, то есть собеседник в это «мы» не входит. Тогда получается, я говорю «тхо кино дахара», мы пошли в кино. Так, хорошо, разобрались с этим. Теперь давайте возьмем еще немножко новых слов. Кантву – мальчик, сын. Даву – отец. Вашву – брат. Стагву – мужчина. Йо'ю – девочка, дочь. Нанаю – мать. Ишаю – сестра. Зудаю – женщина. Цицигду – кошка. Жаладу – собака. Гантду – стул. Куарду – окно. Саду – дом. Ня'ю – дверь. Куартабу – голова. Баргбу – глаз. Теперь давайте составим предложение посложнее. Хара кантву. Хара – местоимение указательное, означающее это. Кант – мальчик. Ву – показатель класса мужского рода. Есть. То есть это мальчик. Есть дословный перевод. Смысловой перевод – это мальчик. Хара са вашаву. Са – это местоимение мой, моя, мое. Хар са вашву – это мой брат. Иза йо'ю. Она девочка. Иза цюна ишаю. Цюна – это местоимение его, ее. То есть получается у нас она, его или ее сестра. Хара са цицигду. Это моя кошка. Иза вэй цаду. Это наш дом. Теперь обратите внимание, у нас иза было местоимение он, она, оно. Также иза выступает указательным местоимением на предмет, который находится чуть подальше от нас. Если хара – это местоимение указательное, показывающее на предмет, который находится перед нами, то иза мы применяем, когда мы хотим указать на предмет, который находится чуть подальше от нас. Так, на сегодня завершаем. Надеюсь, информация была для вас полезна. Жду в комментариях предложения с новыми словами. Попробуйте составить предложения, я их проверю и обязательно отвечу. Атикюэльшу.